Сегодняшнему человеку легко вообразить себе сценарий глобальной катастрофы. Мы привыкли к сообщениям о потенциально опасных астероидах, пролетающих мимо Земли, узнали про темную материю и взрывы сверхновых. Однако мало кто задумывается о том, что самая вероятная из катастроф, которая может угрожать нашей планете, имеет совершенно иной характер и происходит прямо на наших глазах. Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, есть ли Таджикистан среди них. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех самых важных и последних событий. Некоторые страны скоро исчезнут с лица Земли из-за глобального потепления, которое приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Об этом пишет «Экспресс». Прежде всего, угроза быть похороненным под водой нависла над островными государствами. Это Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Уже сейчас власти указанных стран озабочены данным вопросом и продумывают меры по спасению населения. Во время прошедшего саммита ООН в Глазго координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона. Речь не идет о единовременных событиях, речь идет о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома, подчеркнула Алофа. Как вы относитесь к тому, что так меняется климат, то, что нас это может ожидать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. «Экспресс» отмечает, что экс-президент Кирибати Аноте Тонг во время саммита рассказал о главных угрозах изменения климата. Также политик раскритиковал действия австралийских властей в этой сфере. Напомним, что проблемы повышения температуры и таяния ледников особенно актуальны для Таджикистана. За 10 лет общий объем ледников республики, составляющий более 60% водных ресурсов Центральной Азии, уменьшился почти на треть. Об этом в Глазго говорил президент республики Эмомали Рахмон. Он указал, что сегодня более 1000 из 14 тысяч ледников Таджикистана полностью растаяли. Глава государства призвал коалицию по воде и климату поддерживать республику в решении данных вопросов. Конечно же, в этот список не вошел Таджикистан, ведь островные государства подвержены потоплению больше, чем государство, которое окружено другими странами. Но таяние ледников может привести к природным катаклизмам, которые очень испортят обычную повседневную жизнь людей. Мы можем это уже наблюдать из-за паводков, затоплений и грязевых селей. А как вы думаете, это в будущем будет только усугубляться, и что с этим делать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!